Одним из крупных событий Кавказской войны в Ингушетии явилось Назрановское восстание мая-июля 1858 года, известное по официальным документам как Назрановское возмущение. В конце 50-х годов XIX века, когда стало ясно, что Кавказская война близится к концу, военные российские власти на Кавказе стали ужесточать свою политику по отношению к горцам. Царская власть решила осуществить планы по насильственному укрупнению населенных пунктов, лишению горцев права на ношение холодного оружия и всяких других запретов и ограничений. Это привело к недовольству среди всех ингушских обществ и послужило причиной ожесточенного восстания, которое было подавлено. На подмогу восставшим ингушам отправился имам Шамиль, но его попытка помочь мятежникам обернулась неудачей. О Назрановском восстании 1858 года и попытке имама Шамиля помочь ингушским мятежникам подробно описано в историческом труде «Описание боевой жизни 3-го Кавказского стрелкового батальона». Автор – Александр Цезарский. Для более удобного управления мирными горцами сделано было распоряжение, чтобы они, оставив свои разъединенные хутора, централизовались в отдельных больших селениях. Такая система поселений доставляла нам случай иметь лучший за туземцами надзор, а их лишала возможности вступать в сношения с Шамилем и его наибами. Притом, она вполне отвечала нашим целям – предупреждение на больших дорогах краж, грабежей и разбоев. Общество мирных горцев очень неохотно приняли такое распоряжение, потому ли, что всякое переселение сопряжено с некоторым разорением и вообще убыточно, или потому, что прежний порядок им был более по душе, трудно определить. Сильнее всех противодействовало такому требованию назраановское общество, населявшее собою верховье рек Сунжи и Камбелеевки. Шамиль, пользуясь неудовольствием на этот раз против нас назрановцев, старался поддержать их упрямство, посылал к ним своих агентов с увещанием не поддаваться объявленному им приказанию и в конце концов обещал, в случае восстания, прислать им на подмогу свои войска. Вступив с Шамилем 15 мая в решительную сделку, главный аул общества, Назран, находящийся в 30 верстах от Владикавказа, бок о бок с нашим укреплением того же имени, возмутился. Сперва мятеж выразился с их стороны в отдельных разбоях, потом в умерщвлении нескольких наших солдат вне укрепления, далее в нападении на Аказию, проходившую из Владикавказа, имевшую слабое прикрытие, и, наконец, 24 мая, в открытом восстании и нападении на самое укрепление. Небольшой гарнизон заперся внутри его и ожидал прибытия к нему на помощь какой-либо части войск. В этот день во Владикавказе 1-я и 3-я роты стрелкового батальона находились на стрельбе. Тут застало их известие о назрановском возмущении. Захватив мимоходом в казармах торбочки с хлебом и не промыв даже штуцеров, роты бегом пустились по дороге к Назрану. Ночью они прибыли на место. На другой день в 2 часа пополудни назрановцы возобновили с удвоенной силой вчерашнее нападение. Они двинулись на укрепление 2 массами, с нагорной стороны на батареи и от Сунжи, откуда укрепление было вполне открыто. Тут попали они под выстрелы 1-й роты, расположенной на подъеме от реки в крепость, которая поражала их на выбор. Расстроенные, понеся большую потерю, мятежники отступили, бросились к селению и в свои хутора, наскоро захватили там свои семейства и спешили удалиться в горы, оставив на волю случая все свое имущество. Но побег не удался, они были настигнуты и возвращены. Спустя некоторое время зачинщики мятежа были казнены, общество лишено прежде дарованных ему прав и привилегий, и жители расселены были так, как от них требовалось прежде. Шамиль, стремясь поддержать, с одной стороны назрановцев, с другой возмутить против нас галашевцев и галгаевцев, одновременно с обещанием, данным мятежникам, задумал прорваться между Ачхоем и Нетхаем в Малую Чечню и там, если бы удалось, угрожать Владикавказу. Частью наказать, а частью возвратить под свое владычество отпавшее от него общество.